4 основных татарских рода в Казанском ханстве: Ширин, Барын, Аргын и Кыпчак. Из книги Шамиля Мухамедьярова «Годы жизни 1923-2005» книга называется «Социально-экономический и государственный строй Казанского ханства 15-й, первая половина XVI веков». Сначала несколько слов об авторе. Родился Шамиль ага 17 июня 1923 года в Казани в семье известного врача и государственного деятеля Мухамедьярова. С 1959 года был заведующим кафедрой истории СССР Казанского государственного университета. Шамиль ага Мухамедьяров читал специальные исторические дисциплины в Литературном институте Москва, Московском, Чувашском, Восточном гуманитарном, Казанском и Якутском университетах, Казанском педагогическом университете, Московском высшем духовном исламском колледже, Татарском государственном гуманитарном институте. Специалист по средневековой истории тюркских народов, автор более 170 работ, некоторые его труды публиковались за рубежом. А теперь отрывок из его монографии. Пребывание в Казанском ханстве 4 главнейших татарских родов Ширин, Барын, Аргын и Кыпчак безусловно. Эта мысль, естественно, вытекает из шортной грамоты бывшего казанского хана Абдул-Латифа, данная им великому князю Василию, московскому князю имеется в виду, 29 декабря 1508 года по случаю пожалования ему города Юрьева. Великий князь Василий, согласно этой грамоте, не мог принимать к себе от Абдул-Латифа людей за исключением лиц, принадлежавшим к указанным выше родам, то есть только члены этих 4 родов, в отличие от других, могли отъезжать. Вот цитата из этой грамоты. «Также ми от вас, татар, не приимати, и вам от меня людей не приимать, а прежь Шириного роду, и Барынова, и Аргинова, и Кипчакова». Конец цитаты. Трудно предполагать, что Абдул-Латиф стал бы оговаривать особые преимущества для членов этих родов, если бы они не были и в Казани. И действительно, на страницах русских летописей неоднократно появляется имя казанского князя Булата Ширина и его сына Нур-Али, Муралей. Вполне правильно предположение Смирнова. Общность социального положения в сочетании с единым родовым именем дает основание заключить, что Ширины Казани, Крыма и Касимова не чуждые друг другу однофамильцы, а ветви одного феодального рода, единого в прошлом, сохранившие, однако, и после разделения его особые родовые связи и общие интересы.